Режь, он что до ужина уже кушать не будем. Там вечерний клев будет, да? Да. Там вот. Быстрее. Не знаю. Ну, уже оживать начал немножко. Ну, видишь, даже упал комок этот. С пуза-то упал. Ага. Тут был комок здесь, говоришь, а теперь его нет. Не, Провалился? как, ну просто чуть-чуть расслабился, но это ненадолго, она же. Нормально. Она же приходит и... Повторите. Повторите, я уже пас. Сенча. Григорьевич, комок добить надо. Размочить. Пляши. Не-не-не-не. Ну на день же хватило. Не могу. Что не могу отказаться. На день же хватило. Лед. Так это... Хорош. Так это тебе. Ну. Ну, выпьем за А вот, кило 100, чтоб тебе клюнуло. да, а вот масло холодное, Игорь, не рекомендует есть. Да, пальма там. Да. А то пальма вырастет в животе. Да. А почему пальма холодная? Потому что она горячая? пальмовая. Нет. А почему? А теплая можно? А теплая переварится, а холодная... Теплая пальма падает вниз. Смотри, что все не упало. Еще парочку. А то морщины не расправятся потом. Да. И мы упадем вниз. Ой, какое яйцо, какой-то позор. Ты что, пластмассовое делал его? Самолепное? Что Лепил, Это как мог. Фаберже лепил. Что-то Да, и слепил с того, что было. Победил. Конечно, в лоб дал. сам Ну давай, подбираешь. юж там да щелыш там. А мы? Ну и ладно. За победу. Да. Будь здоров. Авдеевку взяли и остальные. Ой, да ты ж, ура! За Авдеевку. Вот так. Смотри на себя. В общем, там, где обедали, ничего нормально не поймали. 2 или 3 войска было поймано, отпущено. Лунок 30, наверное, сделано. Приехали сюда, он вскрыл уже тоже около 15-20 лунок. Пока поклевок нет, да? Пока поклевок нет. Я пробуриваю, потому что... Ну, потому что потом, вы сами все видите, ручную крутить. Или электробуром. Пока крутить вручную, скажем, даже вдвоем будут крутить, я успею за это время с десяток. Просто красота. Я думал, 130-м красота. Соточку поставил, шинок. Вообще, как в масло входит. Как в масло. Как-то вот так. Так, ну что, пока хватит. Проверим эти. Да, нет. Пойдем дальше. Ну сколько, буквально за 5 минут. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Лунок 15, наверное. Да, 15 лунок за 5 минут. Сколько? 2 лунки успел проверить? Ну вот, я говорю, минут 5 прошло, да? Не больше. 15 лунок, вот и считай. Где твой Феодосий Иван Григорьевич? Вот с той стороны, так вон там, вот, старая винтовка, прямо вот так. Метр от... Пробурим, что нет-то? Было бы сказано. Этим даже не замечаешь. Лед толстый, тонкий. Мне кажется, тонкий лед даже неудобно будет, блин. Меньше 10 секунд, мне кажется, даже, да? Нет, так нет, поедем дальше. Как-то вот так. Как-то вот так. Наверное, первобытные люди также бурили лунки, да?
Да, тоже что-то так подумал. И вверх не может развернуться. Под верхом. Руку боюсь сунуть глубоко. Я взял мормышкой, поддергиваю ее, поддергиваю. И потек? Подсек, вон, видишь, этой фосфорной мормышкой. О, не зря Иван Григорьевич сказал, здесь буриться. Ну, все, давай, отцепляй. Сказал, здесь буриться. Иван даже через лед видит. Лучше, чем Калипсо. Сейчас запутаешься. И он стоит и шевелится, хоть и задним ходом. А он лунки сошел, да? Да. Потом пошел и начал вниз спускаться. Ага. Ну я вижу, он там стоит, а я подтянул удочку и думаю, все равно чекернется. Ну вот, один остался. Или подошел по новой. Сюда надо, наверное, парочку уставных поставить удочек. Место хорошее, чистое. Тогда на вставные клевало же. Я имею в виду вообще вставные, которые... Ну, начало есть уже хорошо. Так. Вот и у меня начало есть на этом месте. Только Васечек. Васечек, дружочек. Берет на нимфу. На блесну пока не хочет. Так. Пока сидит в лунке, не ушел. Он скоро уйдет. Все. Ушел, нашел дорогу. На блесну еще ни одного не поймал, а на нимфу уже штук 5, наверное, этих Васьков. Но я так думаю, просто нету крупного. Если будет крупный, наверное, все-таки на блесну хапнет. Поставил 2 поставушки. Ну как поставушки? Обычные удочки с мормышками. Сейчас пройдусь все пробуренные лунки блесной. И потом поставим пару вставных удочек на червя. Место здесь чистое. Камушки без зацепов. Пусть пока постоят до вечера. Все. Один Васек и был. Пошли дальше. Ну все. Нет. Что у нас на этом месте? 2 небольших. Игорь одного Иван Григорьевич. И где-то, наверное, 5 Васькова отпустили. Ну, с одной стороны не пусто. Вон 2 поставушки поставили. Может быть, что-то на них возьмет. Посмотрим. Поставушки у меня голый крючок червяк. И сверху нимфа с опарышем. На отводном поводке. И, скорее всего, показалось. Ладно. Поехали дальше. Ну вот, новое место. Сколько я успел? 1, 2, 3, 4 лунки успел пробурить. Иван Григорьевич уже обрыбился, Янцкадан. Красавчик. Красавеч. Сейчас на глаз закинем. Место старое, место знакомое, место, так сказать, ловчее. Бывало здесь поклевало и неплохо. Ну, бывало и впустую. Вот прошлую рыбалку я здесь проверял. Вообще ничего не поймал. Сейчас вот глазик не убираю в надежде на трофейного, да. На хорюзиный глазик поймаю рыбы, тазик, дай бог. Мормышка тяжелая, крючок большой. Так, вторая у меня, так, это блесенка. Блесенкой буду ходить, а вторую сейчас закину тоже. 2 поставушки. Потом пробурюсь. Лунок опять 20, 30, 40, 50. 50 лунок за день ручным буришь, а тут 20, 30, 50. 20-30, да.
Может быть, один и был. Может быть, их двое. Может быть, их трое. Но то, что сразу последовала поклевка, буквально на первой же лунке, уже обнадеживает. Так, 2 поставушки поставил. Сюда можно будет тоже ставную потом парочку поставить. Я не знаю, завтра, Иван, куда пойдем? Сюда или вниз? А, тогда не буду ставить поставушки. Нахрен поднимать потом их. Пошли бурить дальше. А? Мелко? Была поклевка? Нет, мелко говорю. Очень мах. Но рыба влезет. Рыба-то влезет, да. Это хорошо. Ну, это и проехали. Ну, это Васек, наверное, нимфу теребит, я так думаю. Мелочевка. Мелочевка тюкнула. На 40, наверное, лунок или сколько? Не больше, не меньше 40 пробурил. Ну, прошелся быстро, а меньше, чем минута, наверное, просто. Я думал, просто вы по лункам пойдете. А как ты определишь, есть там или нету? Вот клюнул разик и все. Ну, у меня тут блесна, правда, блин. Ну, блесну-то. Милоч, тут бывало неплохие экземпляры выходили. А? Тут бывало неплохих экземпляров вытаскивали. Ну да, ну я понимаю, вон там чуть выше тоже вытаскивали, но сейчас вот там прошел, одного поймал, все. Все, одна мелочь тюкает, все. Ну вот. Еще штук 50, наверное, лунок пробурили. Игорь вытащил одного Хариуса и Васька одного. Иван Григорьевич поймал, отпустил. В общем, сегодня забурильщика. С 13-м, 130-м шнеком. Может быть и 200, даже и больше лунок. А с соткой, мне кажется, он все 500 лунок просверлит. Ну, сегодня с утра сверлю. 59% еще. Но сейчас постоит он опять, видать, если включать сразу после бурения, показывает меньше процентов. Опа, земля, что ли? Нормально. Ну, 53, такие есть. Не, нормально, шикарно. Вручную бы я уже давно без рук был. Это немного спина устает. Ну, ничего страшного. Тренировочка. Все, пошли проверять. Вот так вот. 15-20 лунок бурю.
потом проверяю, что успеваю. Обычно остается лунок 7-8 уже. Все уже проверено. Опа. Тюк-тюк. Иван Григорьевич войска выпустил, ко мне что ли пришел? Нет, вроде бы не Васек, ну что-то не пойму. За нимфу, наверное, дергает, но укололся походу. Кто-то тюкал. Какой-то тюкун. Тюкун какой-то, тюкай. Если... Да нет, не Васек. Такой вес более ощутимый был. Но укололся походу. Укололся. А блесну не хочет брать, смотри. Не хотит. Ну, еще одно место обурили, где рыбы нет. И так, блин, берем почему-то все время там, где нет рыбы. Будто с инспекцией есть. Даже Васьков нету. Все, Иван Григорьевич. Все, Иван Григорьевич в прошлый раз выловил, блин. Я Васьков вообще не ловил просто. Только крупных, которых нету сейчас. Все, кончилась рыба. Поехали дальше? Поехали Куда? Куда? вверх. Ой, куда глаза глядят? Да, вниз не подался. Поехали. Только вперед. Да, вверх дорога есть. Что, здесь на повороте будем останавливаться, нет? Трава у дома. Так, что, и здесь тоже рыбы нет. Где рыба-то, Иван Григорьевич? А, рыба на дальнем кордоне. Туда поедем? Да. Так уже не успеем, наверное, нет? На дальний кордон-то. Может, на ближний рубеж? Кто сказал, что здесь рыбы нет? Целой хорюзенции. Взял на нимфу. Тихо, 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 уколешься, дурачок. Только что же хотел ехать. Он тюкнул. Он тюкнул, думал, это хороший что-то. А это плохой. Это опять малюсик. Ну-ка. Мамка за ним смотрит, нет? Или он один гуляет, сам по себе? Походу, сам по себе. Походу, сам по себе один. Ладненько, поедем дальше. Далеко уже ехать смысла нет, наверное, скоро темнеть будет. Да, там если не обурено, на повороте сейчас остановимся, пробурим и все. И все уже, день закончился. Пролетел как ах. Да, день пролетел. Вроде уже длиннее стал на 2 часа один, все, черт. Да оно мало. Мало, да. Не знаю. Очень даже не мало. Поклевка была. Видел? Видел, да? Сорвался и по воде. За ним как бы бежать будет. Пойдет. А, конечно, пойдет. Ну вот и поклевка на нимфу. Вот и шпаклевка. Вот бы и здесь вот бы сделать. Тут. Ладно,
закидывай, посмотрим, второй. Есть второй? Сколько стояло, да, на стоячку? Ну да. Чё? Вот проходил, видать, прохожий. На Хариуса похожий. Да. А я здесь вот траву выдернул, может отсюда пугну. Не, в траве тоже есть. Ну да, ну. Один, что ли, был. И на том спасибо. Уже сколько, 3-4 места, наверное, без рыбы проехали. Ладно. Пошли бурить дальше. Одного нашли. О, Григорьевич. Он Васька выловил. Или это уже Василий? Это Василий. Отъемся, когда. Сразу, только закинул, сразу взял. Когда даже дна не нашел, еще сразу ударил. Вот пойми потом их, бля. И одиночки главное, нету. О, нет, еще была поклевка. Но это походу Васек. Да нет, не Васек. Не Васек. Да. Так, ладно, идите друг к дружке. Так. Пока не поправляем, пока кидаем так. Возможно, еще одного успею зацепить. Двоих цепанули. Два красавца. Одинаковых ларца. Два молодца. Два харюсца. Вот я сказал. Так, надеюсь, видно. Вот читай. Я прошел, ты прошел, да, и появились откуда-то. Ходом, видать, шли. Все, кончились. Ох, Янскадан хоть что-то напоследок клюнуло. Потихоньку за целый день, может, и соберется что-нибудь. Все. И на том спасибо. Пощу, Господи помилуй. Да ладно. Поклевка, что ли, была? Час, наверное, прошел после тех двух харюзов. Пробурили огромное количество лунок. Лунок, наверное, 60-70-то точно здесь буранули. Ни одной поклевки после тех двух. Две штуки одного за одним поймал. И все, тишина. Сейчас вот что-то клёво тюкнул. Нехотя. Ты поймал что-то, нет, Иван? Вот сейчас поймал только. Мелкого? Ну да. А до этого? А до этого там два штуки. Мелкие? Нет, тот крупный, чуть помельче. М. Уже хотел было уйти. Там еще раз перезарядил новые опарыши, опускаю, тык взял. Ну, у меня вот тут тоже сейчас кто-то клюнул 2 раза, и все, тишина. Не хочет он кушать сегодня, блин. Охренеть.
Стояла сколько времени, блин, только тронул, тюкнула. Но не больше. Один раз тюкнула и все. Он сегодня кушать не хочет, я знаю. Я раскусил его. Оп. О-о-о. Опа. Напоследок. Все-таки напоследок он тюкнул. Последний из магикан. А сколько стояло? Вон, видишь, настоял. Не хочет. Он сегодня не клевый день у нас. Вчера был не клевый, сегодня не клевый, завтра, наверное, клевый будет. 72 только на золотом. Лунки. Там вот последнее место тоже где-то примерно 70, наверное, если что. Уже в двух местах 150, блин. Короче, сегодня, наверное, примерно лунок 350 примерно, наверное, тюкнули. Вот сейчас это длинный плес с поворотом-то, который пробуренный весь. О, ни червей, ни опарышей нету. Все сожрали. Кто-то был. Нет, опарыш на месте, червя съели. Может быть, как под каменчик сосал, не дососал. На втором что? Тоже ничего. Блин, ставные не работают. А что работает-то будет? Нету хорюса. Тоже нет червяка. Тоже червя съели. Еще осталось 2 стороны удочки. Может быть там что? Да навряд ли. Там, наверное, бычки опять тоже висят под каменчики. Не сработали. Не сработали. Ладно. Ой. Опять уже день закончился. Опять уже стемнело. Ёшкин кот. Где там свет-то у нас? О. Больше 300 лунок это железо сегодня взорвали. Так, проверили еще 2 поставушки, подняли. Улов от этого не прибавился. В общем, подводим итоги. То, что есть, это вот 16 штук. Всяко разно. Это не заразно. Самый крупный вот этот кабанище. Просто здоровенный. Близко уже под килограмм, наверное. Остальные средненькие. Есть чуть поменьше. Нормально. Не пусто и то хорошо. Да? Да. Друзья, товарищи, рыбаки, браконьеры. Плохо. Плохо. То было за день 45, а тут 16. Что Ну, это, хорошо? 16. Ну, вчера сколько? 5 было или 6, не помню уже. Сегодня больше, значит завтра по возрастающей будем. Будем надеяться, что завтра половится. Посмотрим. Вот. Будем надеяться. На сегодня все, завтра еще день покажет. В избушке порешаем, куда, вниз, вверх, а там видно будет. Все, а теперь на всех парах в избушку. Погнали. Пока греется ужин. Ужин у нас картошечка с курицей, да, сегодня? Да. Пока у нас греется ужин, каждый занимается своим
делаем. Иван Григорьевич играет в бильярд. Я пишу диссертацию. Игорь разгадывает сканворды. Диссертацию. Ну а я только-только переоделся, только присел. Дрова пилил. Приготовили немножко сухих и самое главное березу привезли. Привез 4 чурки, щепками отщепил по бокам, получилось 4 конды такие здоровые сердцевины. Это на ночь. В общем, можно 4 ночи с этими 4 чурками. А так вон сушнячка занесли на растопку березы с боков, что осколол. И там целый кубометр, наверное, если не больше дров. В общем, запас дров сделали, потрудились, покололи. Осталось теперь дождаться, когда согреет ужин. И все, чики-пуки будет. Время 6:59, да, 7 часов. Температура за бортом минус 4,6. Чуть-чуть потеплело на градус. Днем где-то минус 5, наверное, было, да? Минус 6. Что-то на реке показалось. Прохладно уже к вечеру было. Ой, вода начала выступать. Вот. Ждем. Скоро будет самое Да, приятное. спросил Ужин в лесной избе. Казах. Как? Барт Казах. Акын? 4 акын, да? Акын. Барт Казах, Акын. Всё, правильно. Правильно говорю? Правильно, подходит по буквам. Не зря в школе учился. Казахское, что ли? Что-то нам такого не придавали. Ну, что-то помнится, значит, в литературе, наверное. Есть слово о полку Игоревым. Там есть. Чё-то. Слово о полку Игоревым. Там В общем, есть Акын. Тренируем не только Там Да, мускулатуру, но и Там извилины был тоже Акын, иногда. играл. Вы не думайте, что мы только избушки Бард. рыбацкие заливаем. У нас все тренируется. журналы ведем. Извилины тоже, да. Записал коротко журнальчик. Он записи сделал. Когда заехали, кто заехал, что поймали, куда ходили. Вот уже получается раз, два, 2,5 страницы уже записей с этого года есть. А на ютубе, на каналах сколько уже фильмов? Тут коротко, 1,5 страницы, а там поподробнее немножко. Вот. Так что Блин, даже зола у меня на голову полетела. пусть голова моя седа, зимы Зимы мне мне нечего нечего бояться. Лишь только мои года. Мое года. богатство, Ну, дальше не знаешь слов. мои года. А дальше орудие, перекованное из меча. Сабля. Клинок. Нет, плуг. Из меча. Ну, меч. Я какой меч? Ну, На- клинок. нарубать? Клинок. Нет? Плуг. Нет, на О заканчивается. На О. 4-5 букв. 5 букв. Перековано из меча. Ну да. Меча. Не меча, а меча. Орудие. Меча? Орудие. Ну да, орудие, перекованное из меча. Из меча. Типа мачете. Ну как из меча? Ну Сначала да. меч сделали, а О. потом что из него перековали. Опахало. Ну ладно, сейчас путем подставления других слов вычислим. Ладно, ужинать будет приятней. Это потом. После ужина. На сытый желудок лучше голова работает. Конечно. Не, насытый вообще не работает, спать охота. Да? Ты сегодня еще не выспался? Я Ужас. 2 дня буду спать. Я же должен 3 дня спать. А. Я же сутки работаю, а 3 дня сплю. Или то есть, или сутки сплю, а 3 отдыхаю. Ничего. Дрова есть, спать можно. Сейчас закинем, сделаем. Только это, к печке никто не подходите, я сам все сделаю. Нет. Нас даже не надо просить. Зачем? У вас спальники, взяли спальники, 4 градуса, в сани легли и спите, а я тут затоплю и буду без спальника. Но тебе сегодня комфортно спалось? Нормально, я, Нормально. я не мерзну вообще-то. А что мерзнуть-то? У меня 25-28 градусов всю ночь было. Нормально было. Друзья, товарищ, сегодня у нас на одну стопку больше. Все, медкомиссию Иван Григорьевич уже прошел. Там на 3-й яме.
на третьей яме медкомиссию прошел. После 4-й поклевки на 3-й яме сказал, Так хватит. что достаем еще одну. После 4-й поклевки. Ну, Ну и как лучше клюет? вот когда не клюет, то лучше под пузырь, да? Когда клюет, это нормально. Да ничего. клюет, да А все. вот когда не клюет, без пузыря никак. Нашел НЗ. 3-й год, да. Года 3, наверное, в запчастях валяется. Я даже не знал, думал, в чем мне такой рюкзак тяжелый с запчастями от урагана. И как-то совершенно случайно начал разбирать, что-то я искал, то ли тросик, то ли... когда, наверное, поломал. И обнаружил, что там у меня лежит литр рыбацкого. И Я его хрен его знает сколько таскал. Я даже не могу... Это не черемуха 100%. Скорее всего, это размешано на какой-то ликере каком-то. Он желтоватый, потому что оттенок. Но приятно пьется. Уже коньяк стал. Видишь? Черемуха-то она такая, цвет другой немного. красная. Да, это желтоватый какой-то. Или орешки Ну, кедровые. Нет, она это чуть-чуть прокисла, так поэтому. Пожелтела. Да. Когда Так вот, А так, мне половиночку, если больше куда-нибудь. Куда? что? Вот сюда, да. Куда? Что-то я с таким должен. Да нет, ты в такую вон кружечку положил. Да. Он же имел в виду. Половина, Кружки-то половина. нету. Кружки-то не достали. Кружки не достали. Возьмите, разбирайте. Давайте, Сеньки. Это друзьям. Это Товарищ. Ивану Григорьевичу. Это мне. Курица с картошечкой. Приступаем. Приятного всем аппетита. Огурчики. Салатик. На второй. Да. На неделю. Чеснок наш. Нет, я уже обрадовался, блин. Да. Ну, давайте. Ну чем-то пахнет так. Ну, Это, мне кажется, разбавленное ликером каким-то. Ну, ты что, самогон? аперитивчик какой-то. А зачем? Ну, когда с черемухи не было, я беру ликерчик Олан-Вин, допустим, бутылку на 2,5 литра, Бальзамчик. бальзамчик, да. Но это, видимо, Оланден есть. Нет, Олан немного другое у него. Сейчас я Там пол-литра на 2,5 литра, получается 3 литра такого напитка. А сейчас как бы уже второй год Не черемуху Оланден. собираю. Не-не-не. Ну, тогда я не буду отказываться. Ладно, дай Бог всем здоровья, Дай бог. и чтобы рыба не кончалась. Мелких будем отпускать, чтобы не рестились, а крупных забирать. Крупных будем в спичный коробок складывать. Да. Дай Бог здоровья. пока кричите, я уже съел. Тебе повезло. Нет, не черемуха это точно? Не могу понять, что. Потому что я давно уж такого напитка не ел. Может, кедровые орешки? Нет? Так, Что высыпали в корыто? мы с вами смотрели на реке. Сколько было? 53 показывало, да? В холодном состоянии и после бурения сразу. Сейчас немного согрелось. Смотрим. 77%. Пробурено, ну, если Игорь даже 150 пробурил, то я не меньше 200. 250, наверное, лунок это точно. Просто снег под сотку творит чудеса. После 130-го как масло. Вжун, вжун, вжун. Единственное, все-таки, да, спина устает, как бы. Полоскать назад. Да, вот это на вытянутой руке все вот это носит. Но это добрая физкультура. Это тренировка для рук, для спины, мышц спины. Нормальная. Я считаю, хуже не будет от этого точно. Но лучше, чем вот так вот маслать, это по-любому. Что, между первым и второй? Как смотрите? Перерыв аву. Я не буду больше. А что? На сон. Опять комиссию сдавать. До третьей лунки нельзя. Вот.
Или до теплой лунки нельзя? Если он теплой лункой не дорожит, пусть там на льду мерзнет и дрожит. Кто теплой лункой не дорожит, тот на лесной речке дорожит, да? Это как-то мы на Дикиват поехали с дядьками. Осень уже, октябрь. Какой-то хрена попёрли сюда за утками с ночевкой. Без палатки, без спальников, ничего. Просто возле костра. А месяц октябрь. Я, Серега, Федор, вот, ранчики. Пришли. Главное, начало было идеально, удачное. Мы с Серегой здесь заходим. Или Федька там с конца. Что-то бах, бах, раз, два съездя. Там, говорит, сидели, я подкрался, говорит, бац-бац, подхода. Все. Я говорю, ну что, взяли нет что-нибудь, ну, рыбацкого-то? Нет. Зачем? Мы же, говорит, это... Мысли, как? Нет. А я взял только на себя. Там 2 бутылочки взял с ночевкой, думаю, ну хватит. Я говорю, ну за дичь-то надо, говорю, отметить уже. Ну да. По маленьким маханули. Все, по номерам расселись. Вечернюю зорьку отсидели. Ни одной утки не село, блин. Мы еще там пару сеток закинули на окуней. Что-то там 2-3 окуня попалось. Ни то, ни сё, ни уха. Ладно. Дождемся до утра, решили. И давай делать дрова. Все, дрова приготовили. Пилы, наверное, не было. И вот это все топором, вот эти сухостой, вот сырой, это все топором рубили, вот это все. Дров приготовили. Но я такой длинную ночь не видел. Ночью пошел снег. Снегу выпало сантиметров 20. И вот Серега такой лежит, такой возле костра, говорит, да, снегом кто звездой не дорожит, тот на озере дрожит. Я говорю, ну да. Я тогда фонарик на дереве от жары костра сгорел, получается, расплавился полностью фонарик китайский. Мы с Игорем потеряли у Игоря топор. Я даже знаю, где этот куст. Летом там бываем. Забываю посмотреть. Где? Ну, далеко идти надо, по лугу. Ну, это за березой аж там. Березу, елку. Ветки рубились, нет. Рубили топор улетел. И топор там Снег. улетел. Перекопали все и На бесполезно. металлоискатель. Ну и вот мерзли. Я тогда бронхит заработал. Ну, на сыром-то спать. Вроде и лапник стелишь, он от земли тянет. Одна сторона от костра горит, вторая мерзнет, блин. Ночь бесконечная. Столько дров спалили. Толком не поспали. Уснули, видать, все равно бочину потянуло. Спина болит. Почки болят. Кашель, бронхит, легкие. Я, короче, 3 недели, наверное, кашлял. Чуть-чуть. Ой, боком не вышла эта охота, блин. Я сказал, что это первый и последний раз, когда я иду с ночевкой под деревом осенью. Ладно, весной там ночи короткие. Осенью это вообще труба, блин. Здоровье потеряла тогда капитально, блин. Ну, осенью еще можно на земле поспать. Но не зимой, да? А? Но не зимой, да? Нет, но не весной. Игорь, Не весной. весной-то ночи короткие. А осенью мы спали. Че, все, да? Вот это- Снег идет, костер. Ну, я, правда, всегда брал брезент такой длинный. Ну, Урал машину накрываешь. Кузов. Я вот стелю сюда и вот так вот загибаю. Брезент? Ну, брезент вот так стелю, Как экран стелишь, а потом такой. эту, ну, как экран. экран загибаю. Вот мы даже ночевали, ну, где открытый перекат. Ну, где переправа, а наверху там, ну, от переправы там 3 поворота, открытый перекат. Вот мы там под большой елкой. Ну и с вами тоже, да. Ночевали. Так, блин, там этих сушин тонких, блин, море. Я на лыжах сходил, еще нас был, ну, весной. И, блин, лапника настелили, да как в избушке, блин, даже жарко.
В этом просто тепло идет, тут все завихрит. Да. Вот такой нодию как сделали через все. Тут, блин, и благо Все еще равно смотрящий нужен, чтобы не сгореть. от костра. ветерок, как говорится, вот в сторону. И, блин, прекрасно. А тут, блин, тепло такое. Я как в избушке выспался. Уснул, блин, потом просыпаюсь. Смотрю, Шапелин был, потом Володя Юдин уже в годах тоже. Который, я тебе говорил, что он ходит по воде, ходит вон так. Я говорю, ты чё, блин? А он говорит, а они у меня непромокаемые. Унты непромокаемые. Я не знаю, что это за унты. Вот такие вот выше колен, блин. И ходит как убродник. Блин, ну унты. Аж смешно. И потом у костра разулся, разулся, показывает, вот, ноги, вон, сухие, все сухое. Не знаю, что это за унты. Такое я и первый раз там видел. Так, секунду внимания. Передаю привет Юрию Сусанну. Сусанну, наверное, Это Молдова. наверное. Земля. Привет. Пишет, привет, Донбасс. Не Донбасс, Донбасс. И привет, Женькин из Архангельска. От Юры роста всем по имени Евгений. Ничего не понял, но жду примерно. пояснений. Привет. Я понял, что Донбасс, главное. Да. Привет, Женькин из Архангельска. Юрий Сусанну. Ну, ладно. Там надо, тут понял. Так, Саша пишет, молодцы. И опять второй же комментарий тут. Геннадий, привет. Что-то у тебя цвет удочки. Думаю, кто это? Неподходящий. Желтый, синий, пора менять или перекрасить российский флаг. Ну, ты понял. Я ему ответил, что это уже маразм. Если цвет удочки, это Уже это пусть производители меняют уже, да, получается. Если российский флаг будут удочки раскупать лучше, чем туда желтый. и окуней надо менять, блин. Нет, ну удочку я выкидывать точно не буду, перекрашивать точно не буду. Я не обращал внимания и также не буду обращать внимания дальше. Вот. И, наверное, все. Так, флаг тебе в руки, это говорил, я скинул. И, наверное, все. Вот. Александр, Гена, привет с Урала. Гена, ты просто монстр, 330 верст по снегу без лыж в один присест. Это дорого стоит. Я не знаю, верст это километров столько же, нет? Да, там не 30 километров, там километров 15 максимум, 13-15 где-то так. Вот здесь чайник кипит, пожалуйста. По молодости мы 20 бегали по полной выкладке, не по снегу. Короче, красавчик, сегодня 22 февраля. Поздравляю тебя, всех, кто в сапогах, кто их носил, с Днем Защитника Отечества. Друзья, всем удачи, здоровья и мирного неба. Отдельное спасибо тем, кто сейчас в окопах, поддерживая на 100%. А насчет рыбалки круто, очень круто. Пока. Увидимся. С уважением, Александр. Ну, обязательно увидимся. Насчет за тех, кто в окопах, полная поддержка. Чего-чего, они этот праздник сейчас больше всего заслуживают. Так, и Артем Уланов пишет, мужики, стыдно смотреть, нахрена мелочевку такой дергать. У нас по республике установленный размер 28 сантиметров на хариуса. Что я могу тебе сказать, Артем Уланов? У нас в улове, который мы ловим, меньше 29 сантиметров. Нет ни одной рыбины. Все крупнее. Мелочь мы все отпускаем. Сами выкидываем. Все, зачем она? Все. Просто у нас... Да уже, ну возьмешь ты такой, куда ты его? Не жарить, не варить, ну что это? Не, это... Эти умники уже задолбали, блин. Да. Во-первых, я сейчас вставлю скрин. Правил, которые в 2020 году где-то, я уже говорил, да, что разрешенный размер Да, был, по коме по коме был 20 21. сантиметров,
А 21. большеземельная тундра была 28. Да. Потом поняли, видать, что в казну-то доход не идет, и опять переправили. У нас средний хариус 24-25 сантиметров средний. Меньше 20 мы отпускаем. Крупнее тоже отпускаем на развод. С мормышками даже Иван Григорьевич отпускает, бывает. Вот. Да, берем самый средний Но все размер. равно же такое дурное решение. Вот, ну ты поймал мелкого, Да. возьми мелкого. Ты же не поймаешь там 1000 мелких. А ты поймал одного крупного, ты 1000 штук уничтожил. Они весной отнерестятся, и будет этих мелочей 1000 штук. Я тебе говорю, выдра каждый день съедает 5 килограмм да. рыбы. Это природой сделано. То, что ловят удочкой, Ты не выловишь никак? пробурить вот 300 лунок, это не каждый сможет. Да, чтобы Кто-то 30, 15 кто-то 3 штук лунки. поймать. Чтобы 15 штук. Это трудовая рыбалка, и Да. от этого рыба точно не кончится, я А скажу. по всей речке здесь нора выдра, здесь норка. Здесь... Ладно, в этом году бобров нету. Волки На популяцию рыбы, на количество может повлиять только экология, это Да. разливы нефти, Да. все такое загрязнение природы, выбросы там ЛПК там и все такое. Потом леса вырубают, реки мельчают, может быть вот это тоже. Но вот от того, что мы бурим и удочку. ловим на удочку, поверь мне, рыба на популяцию это точно не сказывается, 100%, 200. Так, что ты? Здесь у меня... Ну, может быть, частично браконьеры, которые не вода мелкой Ну, ячеей, вот да, такого да, очков берут, да, которых мы ну, здесь там отпускаем. могут, ну, и то Они в одном черпают вот месте. не водами, там, ведрами. Да, Ну, может быть, частично это влияет. Неводом тоже, ты же по всей речке не пойдешь. Ты в этом месте выгреб, там. Ну а там-то рыба живет, где неприступно ни неводу, ни удочку. Ну, я говорю, это частично Скажи. еще, да, считаю браконьерством. Мелкой ячеек кто не водит. Если не водить, то надо хотя бы там 32, чтобы было, там 35, вот, невод, чтобы было. Здесь у меня покойный, Царство Небесное, перегораживал вот пляж, Печору, перегораживал палка в палку. И стояло, 10 морд. На налима. Да, это верши считать, на налима. Он за зиму 2 тонны налима сдавал в райпо. Сельпо. Ну, райпо. сельпо было, райпо. Вот 2 тонны. И родня ела. Все, это. Я говорю, я тогда объелся печени, так я не мог смотреть на рыбу вообще. Полгода, наверное. В Антоне, Максим, там же эти были артели Да, специально заготовительные. да, артели были. И что вы Рыбу думаете, заготовляли. это, чем больше, а все тогда и говорили так, чем больше налима выловят, тем больше мелочи останется. Вот сигот не ресился осенью. И как раз только начнут эти мальки, а налим все, он пьет воду как кит. И мальки эти, и все, и икру эту, еще икра, как говорится, с песком катится, а он уже засасывает. Щука также идет, щука говорят, что ты мелкий нет. Да. Щука хищник. Конечно. Язь это вредитель, это не О, вообще это, это. конечно, Это саранча. Язя вообще надо минимальный размер убрать, а все равно такого поймаешь, а что с него? И взял и выпустил, да? его Ну вот да, это. потому мы же тогда вот таких сколько было. Да нафиг, я еще выбираю, По выкинул. идее, вот язя, вот это точно саранча вредитель, она все молоть рыбы. Может из-за этого язя и стало меньше кариуса-то у нас Да. всегда. Да она как он резко заполонил, все, до самых верхов его. Хорошо, Буквально что за 2 года. А сюда не заходит, да, вот почему-то? А на Сойву заходит, вот на Тиман, туда, выше. Нет, так и на Я озеро там, заходит. я ловил там даже, на мушку. Ловил там, окуней ловил. И В общем, ежей. я надеюсь, этот умник, я уже забыл, как его тебе наглядно объяснили, что на удочку урона В природе ты не в сделаешь. природе, да, тем более количество рыбы. Трудовая, вот такая трудовая, пробурив 300 лунок, 350 поймать, 16 харюзов. И сколько мы сегодня штук, 20-30, наверное, мелочи выкинули. Да, не меньше. Ме- Ну, они Если же... мелочь не заглотила и мелкий, да. Отец говорит, вот 20 сантиметров есть вещь с ладонь.
Все, можно забирать, мелочь отпускай. А мы даже таких вот Васьков Да отпускаем, все, получается. конечно, вот такой вот. Зачем он нужен? Так что это все фигня. То есть законы эти сделаны для того, чтобы собирать Брать его штрафы в на один казну. зуб, так даже не стоит. Ладно. Местное Возиться, население ешь должно давай. ловиться и кормиться, да. Что говоришь? Кушай. Я. Все. Я. Ты пас? Чай. Так, чай. Чай пьем. Не знаю. А, слушай, там этот подписчик у тебя, одноклассник мой. Если Коля Потанин, если ты смотришь, привет передаем. Коля Потанин, это где он живет, скажи? В Вологде? Вологде, где? В Вологде, где? Да, привет. письма. Большой. Письма лично О, на почту. звонит. А Иван зашел. Григорьевич кому хочешь передать привет? А, я уже передавал, а что-то не Передавал. откликается никто. А может никого нет уже там? Мы без привета перекликаемся хорошо. По телефону. Да, многие спрашивали, и много раз Иван Григорьевич говорил, откуда он конкретно родом, с какой области, все. Повтори еще раз, может новые подписчики не знают. Деревня, Я город. с Украины. Черновицкая область, Сокирянский район, село Коболчин. Там у меня живет кум Митя Яковина. Рыбак заядлый. Вот, Куманек, смотрит привет. тоже? Может смотрит тоже? Да, может смотрит. Куманек, привет. Хм. И удачи. Если привет услышал и смотришь, напиши комментарий. Да, Иван Григорьевич его прочитает. так что он мне присылает это фотки с рыбалки, что поймал. Это у Рома Яковина отец? Нет, брат. А, дядя у Дядя. Ромы. У Ромы Яковины дядя. А у отца брат. Вот так вот. Земля круглая, везде много знакомых, братские Дайте- страны, а дайте теперь вот такая вот печеньки. хрень творится. Пряники только. Дайте пряник. Дайте пряник, ничего вам за это не будет. Завтра у вас выезд, да? Да. Завтра Игорь с Иваном Григорьевичем выезжают домой, Завтра что, пятница? а у нас будет Да, А? да. эпопея. У меня же в воскресенье на работу. Тут надо в пятницу выезжать. Мне Ну, мне в субботу надо было на работу, а я же поменялся специально. Кто наступил на моих короедов, блин? А Игорь сказал до субботы, да? Не, ничего. Никто не искать Поедем, не пойдет? значит, не поедем. Искать никто не будет. Ну, кто будет? Привыкли, что мы уже говорим одно, приезжаем вечно другое. Да и- Ну это хорошо, когда искать. Когда ты не приехал, Валя беспокоилась, твоя Валя моей Вале звонила, говорит, Конечно. где мой Иван Григорьевич, куда потерялся? Хотел в четверг, а приехал в пятницу. Ну, так это. Бывает. Все на свете хорошо. Ладно, это завтра мы увидим. Дело сразу не поймешь. Да. Утро вечера мудренее. У нас сегодня по планам разгадывание кроссвордов, Добивание, да. просмотр кинофильма. Я вчера не досмотрел, чтобы не мешать, вы захрапели так сладко. Да ладно, Я не а стал чё уже. мешать? Ну, я вообще под фильмы сплю дома. В общем, Наоборот, я тебе досмотрю говорю, включай фильмы, и будем да. смотреть. Ведь Нет. Ваня вообще храпит сразу это. Нет, фильм, не фильм. нет, фильм нормальный, музыка начинается, храпеть перестает. Музыка будет в фильме, Ну, который... он петь хочет просто сразу. Там музыка-то услышал. Вот. Музыка вновь слышна. Вот именно. Стал пианист пианист и и- танец сыграл. Так что там все нормально. Ох, блин. Все хорошо, все наелись, все напились. Став Да. сбор. Ох, Часиков щас до бы 9 мы протерли, а потом еще горизонтальное положение. 4,8 на улице, 33 в Ну, помещении. 5 будет утром. Сейчас сделаем с печкой комфортную температуру и до утра. Итак, Всем спасибо за внимание. Всем пока. До новых встреч на канале Коми Рыбак. да, пока, Она будет пока. уже завтра. Для вас А, через надо день. же воды залить поставить.